Уйгурская Золотая Орда. Незадолго до своей смерти, Чингис-хан разделил завоеванные земли между сыновьями. Талуй получил Монголию, Угедей – Западную Монголию, Тарбагатай и Алтай, Чагатай – Южный Алтай до Амударьи, от Уйгурии до Самарканда и Бухары и Хорезма, Джучи и его наследники – Западные степи от Иртыша и Хорезма до Булгар и дальше до западных пределов Руси. Улус Джучи получил название Золотая Орда, и там сразу появились уйгурские чиновники Бакши и секретари Битикчи. Название Золотая Орда впервые стало известно по историческим записям про уйгурский каганат в VIII веке. Золотой шатер, Золотая Орда считался сердцем уйгурской власти, а золото было символом имперского правления уйгурского каганата. Арабский дипломат Тамим ибн Бахра аль-Мутавви, посетивший столицу уйгурского каганата в 820 году, сделал описание ставки уйгурского кагана «Золотая юрта». Алтын-Орда, сделанная из золота, стоит на вершине его замка и может вместить 100 человек. Наличие золотого шатра, Золотой Орды, в столице уйгурского каганата подтверждается и в китайских исторических источниках. Уйгуры, первые учителя и первые чиновники монголов, ко времени возвышения Чингис-хана имели свою тысячелетнюю государственность и опыт управления империей. Это стало причиной тотального доминирования уйгурских чиновников в управлении и делопроизводстве Золотой Орды Улуса Джучи. Уйгурское письмо стало государственным в Золотой Орде. Персидский историк Атам Алик Джувейни писал: они, Золотая Орда, считают уйгурский язык и письменность вершиной учености. Уйгурским письмом на монгольском и уйгурских языках издавались законы и указы, чеканились деньги, велась дипломатическая переписка. В конце концов, уйгурам удалось захватить власть в Золотой Орде. Утемиш Хаджи, шейбанидский историк XVI века, в своем трактате Чингис-наме пишет: Баджир Токбуга, Аталык хана Тохты и Замака, уйгур с сильными родами и племенами, провозгласил себя ханом и подчинил весь народ.